Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в музее Солобоевской средней школы боевой трудовой стали, в зале национальностей. Я, Берснева Варвара Дмитриевна, ученица 9 класса, приглашаю вас на экскурсию «Каждый стежок, как напев народной чувашской вышивки». Я расскажу о возникновении данного вида ремесла у чувашского народа. Знаете ли вы такой народ, у которого 100 тысяч слов, 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок цветет? Богатством и разнообразием отличается изобразительное, устно-поэтическое и музыкальное творчество чувашей. Наиболее распространенным видом являлась вышивка. Чуваши издавна назвали кран 100 тысяч узоров. Вышивали на рубахах, платках, фартуках, украшениях, полотенцах. При вышивании применяли 25 видов швов. Путем сравнительного анализа отдельных частей одежды и украшений чувашские этнографы пришли к выводу, что чуваши лучше всего сохранили древний стиль одежды. До XIX века использовали преимущественно ткани домашнего производства. Этому способствовала замкнутость натурального хозяйства. В период существования натурального хозяйства, как и большинство других народов, чуваши использовали растительные красители собственного изготовления. Окраска ткани была тяжелым и сложным процессом. И уже в конце XVIII века по этой причине низовые чуваши начали ткать пестрить. И в этом отношении выделяется и их вышивка. Обожествляя явление природы, древние предки чувашей хотели показать нам языческие представления о своем орнаменте в одежде и в утвари. Так Вселенная была представлена в виде четырехугольника, великая богиня посредством великого древа жизни, которое изображено на гербе Чувашии, а солнце в виде круга или розетки. Таким образом, орнамент весьма реалистично воспроизводил мировоззрение предков чувашского народа. Старинный праздничный женский костюм весьма сложен. Он состоит из туники, образной белой рубахи и целой системы вышитых бисерных и металлических украшений. В завершении костюма большую роль играет головной убор и украшения из бисера, раковин и монет. В отдаленном прошлом они, несомненно, играли роль оберегов и талисманов. Позже стали обозначать возрастную и социальную принадлежность хозяйки. Но во время татаро-монгольского ига часть мастеров была вывезена в Золотую Орду. Часть погибла. Укрывшиеся в лесах чуваши, конечно же, оставили свою традицию украшать свою одежду ювелирными изделиями из различных монет, раковин и драгоценных металлов. Именно тогда, кстати, произошла полная замена различных височных колец, гривен и простых подвесок на монеты. Каркас тухьи ушпу – это головные уборы женские, тухья – это девичий, ушпу – это женский. Делался из толстой ткани, обычно шерсти, реже же из кожи. На ней суровой ниткой вышивали бисером красивый узор геометрический. Основные цвета бисера был красный, оттенки голубого, зеленого, белого и желтого. Костюмы чувашей и их орнаментация различалась на 3 этнографические группы. К примеру, низовые, анатри, брали домотканное сукно из белого холста и вышивали на нем темные красивые рисунки. Обычно очень крупный орнамент, иногда же они вышивали и мелкие рисунки. Для орнаментации характерны черты монументальности, к примеру, как на этом рушнике. Мастерицы вериалки или верховые чуваши, кроме белого холста, применяли также цветную основу. Любили мелко, филигранно выполненный рисунок. Костюм их отличался формой ношения. Обязательным атрибутом их одежды являлись черные сапоги или онучи. Костюм и узоры средненизовых анатринчи были подобны низовым анатри. Вышивка была односторонняя. Девочки с 5-6 лет учились данному виду мастерству, и к 12-14 годам, перенимая этот вид рукоделия от своих предков, становились настоящими мастерицами.
Характерной особенностью чувашской народной вышивкой является счетный стиль вышивания. Учитывается структура ткани, то есть выполнение стежков идет строго по счету ткани и утка. Богатством вышивки и разнообразием орнамента отличается мужская одежда. Фигурные орнаменты напоминают изображения коней, растений, человеческих рук и часто сопровождаются изображением пахотной земли и огня. Они, конечно, подчиняются единому композиционному строю, как и у женщин, но орнаментация и то, что хочет передать нам узор, очень сильно отличается. Мастерство вышивальщицы, то есть качество вышивки, определяли по изнаночной стороне. Если там не было узелков и торчащих нитей, то работа считалась аккуратной и законченной. Сказать, что совсем не стало таких мастериц-вышивальщиц, сейчас нельзя. Мы не можем. Есть эти удивительные люди, и передают они нам свой дар, и радуют наши глаза своими замечательными работами. К примеру, в Яутеровске живет замечательная мастерица Татьяна Ивановна Тарасова. Она по нашей просьбе связала нам филейную скатерть и вышила на ней узор. Ее рукоделие было замечено, и ей предложили в 2007 году участвовать во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», где она, собственно, и победила. В свои работы она вкладывает душу. Вы видите старинную одежду, вышитые покрывала, наволочки, ручники, и не только символами, но и яркими букетами. Надо отметить, что в наши дни происходит постепенное возрождение данного вида рукоделия. В самой Чувашии создаются центры искусства, где каждый желающий может обучиться данному виду мастерства. У нас в Сибири проходят различные праздники с уклоном на народные традиции и колорит. Говорят, ничто не вечно под луной, но есть вечные ценности, уважение к старшим и память о предках. Нужно помнить, что история одной семьи – это история народа в целом. Эти знания неоценимы для воспитания будущего поколения. О чем зеленая дубравушка шумит? О том, что ветви нарастали каждый год. Спасибо за внимание. Наша экскурсия продолжается.